Здравствуйте! Я сегодня вам расскажу о обрядах и способах погребения коня и лошади у народа Саха на основе археологических, этнографических и фольклорных материалов 15 по 19 века. Но вся жизнь Саха, то есть весь жизненный цикл, зависел от рождения до смерти, был связан с культом коня, с лошадью. Как только умирал Саха, независимо от социального положения, убивали лошадь для упоминания пищи. Часть пищи предназначалась для покойника, а большую часть съедали родичи во время организации похорон. А шкуру, конечности и голову этого хуалдюка называется, съеденной лошади, хуалдюка сылга, навешивали на шаманское дерево керех. Вот эта стрелка называется куча. Вот на эту стрелку обычно навешивают шкуру убиенной лошади, а на сучок насаживают голову лошади. Древние якуты конину не ели. Конь – это рабочий скот. Рабочий скот ежедневно в результате подневольного труда часто потеет, и это мясо, естественно, отличается. А лошадь – это свободное животное, на свободном выгуле находится, круглогодично, как лось, как северная олень, как изубрь и так далее. Поэтому, естественно, мясо отличается. Лошадь для Саха – это божественный дар Срединного мира. Древние якуты свое богатство исчисляют количеством лошадей. Ну, конечно, единичные случаи были. Некоторые Саха, которые живут в тундре, они поневоле там замешаны другим хозяйством, потому что рельеф, растительность другая же, оленеводством занимались. А те Саха, которые жили в горной местности, естественно, предпочитали охоту. А те, которые в водоеме жили, богатой рыбой, естественно, рыболовством занимались. Но я говорю о большинстве Саха, которые живут по долинам крупных рек, по травяным речкам, по аласам. Те занимались разведением лошадей. Вот. Но когда умирал уже знатный, богатый человек, все зависит от социального статуса. Погребали с конем в большинстве случаев. Почему погребали коня? Конь рассматривался, понимали, как транспортное средство, потусторонний мир. Они считали, что это длинная дорога, не прямая, не такая, наоборот, с различными препятствиями. И думали, что на этом божественном животном, на этом дитя божества, благополучное доедет до потустороннего было. Ну, такое было представление, что поделаешь-то. Погребали лошадь с человеком, потому что считали, что эта жизнь, потусторонний мир, повторяется, как в Срединном мире, и будет жить за счет лошади. Вот поэтому и погребали лошадь. Отправляли, снабжали и богатой пищей, например. В Алекминском улусе, вот, например, рядом с погребением человека закопан расчлененная туша лошади. Череп, то есть голова, конечности, они находятся под туловищем. Это не единичный случай, такие случаи, они исследования находят, вот, допустим, в Кангаласском районе, например,
на подбое, вот на подбое вы видите вот череп коня и часть туши коня. Это уже для позднего средневековья это обыденный обряд. Особыми почестями хоронили любимого коня. Но об этом мы еще поговорим. Так? Значит, какие способы были у саха в древности? В Вилюйском регионе часто находят арангас. Арангас – это воздушное захоронение. Вот видите 4 столба, на которых насаживаются эти перекладины. На этих перекладинах делают из тонкомеров настил. На этом настиле вы видите гроб из бревен, да, тонкомеров. Так, на арангасе не всякую лошадь погребают, а лошадь, предназначенная шаманом божества, Аи. Или вот бывают и обряды, когда шаман болезнь человека переносит лошадь определенной масти. И после совершения обряда шаман отпускает на волю. Лошадь должна умереть естественной смертью. Никто не имеет права забрать, тем более убить на мясо. Это большой грех. И вот когда находят кости этого животное, вот сооружает арангас, внутри сруба погребает кость. Желательно в анатомическом порядке. Это и есть арангасный способ. Но есть и следующий способ погребения, допустим, уже зафиксированный случай, но единичный. Наземное погребение коня. Ну, по легенде, во время феодальных усобиц, это до 17 века, между племенами Баягу и Бахсы случилась стычка, сражение произошло. Ну, естественно, из-за земельного угодья. Баягынцы, они пришлые племена, потерпели поражение и потеряли коня, который славился как скаковой. И перед уходом они попросили у племени Бахсы дать возможность похоронить любимого коня. И те, конечно, дали добро. И вот в 1938 году Иван Дмитриевич Новгородов, замдиректора по научной работе Якутского краеведческого музея, специально выехал в Чероптинский район, чтобы проверить, соответствует ли легенда действительности. И он в местности Холбалах на высокой террасе действительно обнаружил развалившийся сруб, где внутри которого на настиле лежали пожелтевшие кости коня, некогда знаменитого, известного коня в анатомическом порядке. И он понял, что некоторые легенды имеют историческую действительность. Следующий способ коня – это кремация. Но это спорно. И кремация, полной кремации, я считаю, когда труп человека или в нашем случае коня доводят до образования зольной массы. Это способ погребения. А у нас глубина могильных ям до 1 метра. Конь – это крупное животное. Поэтому невозможно в могильной яме, вообще-то, практически невозможно доведение трупа, обгорание трупа до зольной массы. Да и организатор похорон, у них другая цель. Это обряд очищения огнем. Они выкапывают могильную яму, ложат коня, собирают хворост над трупом или сухую древесину,
в одну кучу собирают и поджигают. Когда эта куча сгорает, не делая повторных операций, повторной работы, это же трудоемкая работа же, довести до образования зоны массажей. Не дожидаясь, не повторяя работу, они засыпают могильную ямку, потому что у них цель же, еще раз повторяю, это очищение, обряд очищения огнем. Это не способ погребения, это обряд, который проводится, процессы погребения. Ну ладно, оставим в покое эту кремацию. Но следующий, да, способ, это действительно, спорить бесполезно, это погребение земли. Погребает коня рядом с человеком. Я же говорил, для чего? Это транспортное средство, да, потусторонний мир. Поэтому конь бывает внуздан, так, ее оседло. Седло бывает, узда бывает. Но как транспортное средство, снаряжение обыденное, повседневное, будничное. Таких нарядных снаряжений не бывает. Ну, хоронят рядом и это, лошадь. Вот, в частности, в нашей вот иллюстрации, вот, допустим, у археолога Ивана Васильевича Константинова, материал Константинова Ивана Васильевича, в Нюрнбергском районе вместо Нахсигита в одной могильной яме лежат вот два коня. Два коня. На них вот седло. А к северу от них лошади, пара лошадей лежат. И кони, лошади, да? Кони, лошади лежат. Или, допустим, вот в одной могильной яме, в одной могильной местности, Татинский район, у Татинской наследник, местность называется, 70-е годы раскопали. В одной могильной яме, вот женское погребение, голова ориентирована на запад. К северу от этого женского погребения лошадь и конь лежат. И вот на каждого, на лошадь, на коня и лошадь, возле коня и лошади это основания, сохранились основания столба. Видимо, скорее всего, от коновязанной, в одной могильной яме. Вот. Ну, погребают с особыми почестями любимого коня же, да? В местности Марба, это Сунтарский наследник, извините, Улус. Вот на поверхности вот деревянное сооружение, к западу от основания от коновяза, наверное, в могильной яме археологи нашли деревянный гроб. Вот видите, вот деревянный гроб. Деревянный гроб. Внутри гроба мы видим трупоположение коня. Снаряжение коня, и седло, и узда, недоуздок, они находятся в погребении женщины. Следующее, еще одно погребение. Вот в местности Алла-Себя в Чуртинском Улусе я раскопал в 2004 году. Внутри могильной ямы вы видите вот прокал, да? Прокал и вот и древесные угольки. Перед тем положить коня в могильную яму, разожгли костер. Видимо, совершили обряд очищения могильной ямы огнем. После этого обряда они на дне могильной ямы положили
коня человека, верхового коня человека, в полном парадном снаряжении. Вот обратите внимание, вот узда, вес, этот ремни узды, наголовные, суголовные ремни, они украшены серебряными пластинами. Вот левое бисерное украшение, а на правой стороне свисающее украшение из западноевропейских жетонов. Вот передняя лука седла с серебряной пластиной. На пластине различные орнаментальные узоры, выведенные секанкой, стремена. И от некогда чепрака остались эти одни бисеры остались. Конь укрыт берестяной полотнищей большого размера. Это часть берестяного, внешнее берестяного покрытия летнего жилища урожая. Вот. И после этого берестяного покрытия мы видим этот деревянные плахи, деревянное перекрытие. Вот столько работ было совершено для того, чтобы захоронить любимого коня. По сей день на территории Якутии во время поминки забивают лошадь. Вот, например, в Среднеколымском улусе. Вот в Среднеколымском улусе местности, населенном пункте Алёка до сих пор, когда умирает саха, убивают лошадь, а шкуру, голову и конечности лошади навешивают на дереве возле кладбища. Это по сей день практикуется. Например, в Верхоянском районе такая практика до сих пор существует. Или в Мегино-Кангаласском улусе. Например, известного с какого коня или любимого коня на мясо не дают, на переработку не дают, предпочитают погребать по якутским обычаям. До сих пор это. Например, в 2018 году у меня брали консультацию, как похоронить любимого коня. Не только у меня, но и у других. И в Мегино-Кангаласе, возле села Бедиме, похоронили одну кобылу по всем якутским обычаям. Такая практика и до сих пор еще раз практикуется. На этой вот позитивной ноте, что любимых коней не бросают, их погребают по-человечески. Позвольте закончить изложение. Благодарю за внимание. Будьте здоровы. До скорой встречи на YouTube-канале.